Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Авиация Минобороны работает на тушении лесных пожаров в Якутии. Озвучим объем работы, проделанный за сутки. Новый тренд ТикТока добрался и до нашего региона. Дети взяли моду скручивать колпачки ниппеля с колес машин. Чем чревато подобное пристрастие? В Гагаринском округе Якутска строят трехэтажный детский сад на 240 мест. Затем начнут возводить и школу. В России более 500 тысяч человек ежедневно прививаются от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией. Всего в стране созданы более 13,5 тысяч прививочных пунктов. Это с учетом мобильных бригад. Оптимизированы все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации, сообщил министр. Также Мурашко рассказал, что со следующей недели в регионы начнут поставлять однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Кроме того, средства на лекарства, выделенные правительством для регионов, это 2,5 миллиарда рублей, доведены до всех субъектов. Субъекты Российской Федерации сегодня имеют право, возможность и условия для обеспечения всех нуждающихся в противовирусной терапии на амбулаторном этапе, а также для категории риска, имеющих хронические неинфекционные заболевания, обеспечения препаратами для разжижения крови, для профилактики осложнений, которые наиболее часто встречаются при течении коронавирусной инфекции. Авиация Минобороны в минувшие сутки работала на тушении лесных пожаров в Сунтарском, Верхневилюйском, Ленском и Нюрбинском районах. Вертолеты Ми-8 были заняты в переброске сил и средств в Ленском и Нюрбинском районах, а Ми-8 с водосливным устройством сбрасывал воду в Верхневилюйском улусе. К борьбе со стихией в Верхневилюйском и Сунтарском районах привлекались самолеты Ил-76. За сутки армейской авиации произведено 36 сбросов воды общей массой 312 тонн. Самолет-зондировщик Ан-26 вызывал осадки над Горным, Татинским и Усть-Майским районами. В Сунтарском районе водитель погиб в результате опрокидывания машины. Накануне на 980-м километре трассы Вилюй водитель 85-го года рождения, управляя машиной Mazda MPV, съехал с проезжей части. В результате происшествия водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Мужчина имел 18-летний стаж вождения. За нарушение за последний год привлекался один раз. Находившаяся в момент происшествия в салоне авто 45-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении, получила множественные переломы ребер. Проводится проверка по факту происшествия. За первые полгода на дорогах Якутии погибли 22 человека. В эти выходные увеличат плотность нарядов дорожно-постовой службы. Сотрудники ГИБДД встанут на выездах и въездах в населенные пункты, проведут массовые проверки и специальные операции. Во время рейдов инспекторы будут выявлять превышение скорости, выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие нарушения. Внимание уделят профилактике нарушений правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта. Пройдут досмотры на выявление незаконной перевозки огнестрельного оружия, а также предметов, веществ, запрещенных в гражданском обороте. Еще одной болью для многих автовладельцев в республике стал новый тренд в сети TikTok, из-за которого дети и подростки взяли моду скручивать колпачки ниппеля с колес машин. Чем чревато подобное пристрастие и как поступить в случае, если вы стали жертвой нового тренда? Об этом в материале Саргалан Неустроев. Совсем недавно волна негодования на новое увлечение молодежи поднялась в якутском интернет-сообществе. Новый тренд под хэштегом «колпачки» захватил и юных пользователей ТикТока из Якутии. Украденные колпачки ниппеля подростки сбывают, обменивают и просто коллекционируют. Новый тренд ТикТока: воруют колпачки с автомобилей. Поймал пацана, давай, пошли, который снимал колпачки с моей машины. По данным МВД Якутска, на сегодняшний день зарегистрировано только одно обращение по факту кражи заветных колпачков. Преступника быстро нашли, им оказался подросток. В отношении законного представителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях, то есть неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Данные административные материалы рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних. Также в соответствии у нас с частью 1 статьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители у нас несут ответственность за воспитание, развитие своих детей. Однако на деле пострадавших автолюбителей намного больше. Многие из них попросту не хотят обращаться в полицию. Дескать, стоят эти колпачки сущие копейки, и тратить время на разбирательство не стоит. Но специалисты предупреждают, не заявляя о краже, вы создаете у подростков чувство безнаказанности, а за малым проступком может последовать настоящее преступление. Поэтому настоятельно рекомендую обращаться по всем фактам хищений, пусть даже незначительных. Значит, МУ МВД России Якутска разъясняет, что за совершение хищений колпачков автомобилей законом Российской Федерации предусмотрена административная ответственность по статье 7.27 «Совершение мелкого хищения». Санкция данной статьи у нас влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5-кратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей. В том числе предусмотрены санкции в виде административного ареста до 15 суток. При этом, поймав так называемого Ниплера с поличным, ни в коем случае нельзя хватать ребенка за руку и вести к родителям или в отдел полиции. Это противозаконно. Лучше заснять воришку на видео и обратиться в соответствующие органы. Мерами административного принуждения уполномочены лишь сотрудники полиции в соответствии со статьей 13 Федерального закона о полиции. Применение физического насилия, иных действий в отношении ребенка получается со стороны граждан недопустимо. Как бы то ни было, любой тренд быстро выходит из моды. И многие проступки совершаются подростками необдуманно и отнюдь не со зла. Сарглана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Идем далее. Более 90 тысяч личинок пеледи выпущено в Вилюйское водохранилище. По реке Вилюй они достигнут Лены и восполнят рыбную популяцию. Работы по зарыблению выполнены при содействии компании «Газпромнефть Заполярье», для которой восстановление водных биоресурсов является важной частью экологической политики. Молоть вырастили на Чернышевском рыбоводном заводе в Мирнинском районе. Личинки в водохранилище доставили в специальных контейнерах с обогащенной кислородом водой. После детского сада начнут строить школу. В Гагаринском округе Якутска на Кузьмина 25 строят трехэтажный детсад на 240 мест по нацпроекту «Демография». Объект готов на 55%. Ход строительства проверил сегодня глава Якутии Айсан Николаев. Полностью завершено обустройство фундамента, каркаса здания, кладка наружных и внутренних стен, парапета и внутренних перегородок, вентиляционных шахт и другие работы. На строительной площадке работают 45 человек. Объект планируют сдать до конца года. Глава поставил задачу завершить строительство в установленные сроки и добавил, что после окончания работ рядом начнут строить школу на 1200 мест. Мирнинский региональный технический колледж снова хочет стать лучшим. Руководство учебного заведения решило подтвердить государственную премию в области качества. 5 лет назад колледж участвовал в самом престижном конкурсе страны для компаний и организаций «Премия правительства России». В финальном этапе МРТК обошел конкурентов и стал первым на Дальнем Востоке колледжем обладателем награды. Это прежде всего статус, который говорит о том, что победитель прошел жесткий отбор. При этом через каждые 5 лет необходимо подтверждать результат. Федеральные эксперты прибывают в Мирный на грядущей неделе. Мы готовы встретить этих экспертов, мы готовы показать все то, что у нас есть, наши филиалы, наши достижения, наши мастерские, наши лаборатории, наше общежитие, все, что у нас есть. И надеемся, что эксперты воспримут это положительно. Тем более, что нам предстоит встреча и в акционерной компании «Алроса», предстоит встреча в администрации Мирнинского района. И я думаю, что это наша участие в этой премии, это, по большому счету, дело вообще всего Мирнинского района. И я очень надеюсь, я верю, что нам удастся повторить свой успех. Новый арт-объект появился в Айхале в юбилейный для поселка год на Соборной площади. Рабочие по заказу местных властей установили конструкцию «Алмаз». Арт-объектом жители заинтересовались, делают селфи рядом с ним. Но не только «Алмаз» украсил площадь поселка. Подрядчики развесили гирлянды из флажков. На улицах поселка вскоре разместят и праздничные баннеры. В этом году Айхал отмечает 60-летие. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате. Спортивный марафон и парад алмазных профессий. Передовиков производства отметят очно на торжественном собрании.
Почти 2000 подростков за лето поработают в бригадах в Ленском районе. Одна из таких бригад второй сезон трудится на станции Юнатов. Во время первого сезона ребята убирали город и территорию лагеря «Алмаз». Чем еще занимаются дети на станции и почему они идут работать, расскажем далее. Доброе утро, мой хороший. Есть будем? Будем. Утро – завтрак у животных по расписанию. На станции Юнатов их больше 8 видов – кролики, попугаи, морские свинки. На каждого нужно найти время. Владимир Калинин помогает сотрудникам станции из детского сада. Официально работает здесь 2 года. Готовится к взрослой жизни. С поколением сейчас, на самом деле, лучше потрудиться, потому что очень ленивые становятся дети с каждым годом, которые все младше и младше, желания работать у них абсолютно нету. И, конечно, надо, чтобы хоть один сезон могли отработать и узнать, что это такое вообще. Желающие поработать в трудовом лагере все же есть. На сезон набирают 15 подростков. Вторая смена началась 1 июля, продлится до 24-го. Обязанности простые – ухаживать за животными, полоть грядки, поливать клумбы. Чтобы работа не наскучила, ежедневно меняются заданиями. Утомляет лишь солнце и сидячая работа. Ну, почему ты сюда ходишь? Чтобы заработать деньги. Только это? Да. Потому что здесь можно познакомиться с людьми, во-первых, а во-вторых, как-то проявлять физическую нагрузку, которая мне полезна. Легкость этой работы. И вот то, что недолго. То есть я на 1 месяц могу устроиться, поработать, получить зарплату. Тут много красивых цветов, плюс можно завести друзей и хорошо с ними поболтать. Руководитель трудовой бригады считает, большинство детей приходят замкнутыми и одинокими, реже приходят парами. И главное для них здесь не деньги, а общение. Обрести новых друзей, подзаработать может каждый желающий до 18 лет, но предпочтение дают детям из многодетных и малообеспеченных семей. За 21 день ребята получат плюс-минус 14 тысяч. Бонусом станет запись в трудовой книжке. Набор на следующую смену начнется уже в следующем году. Юлия Золотарева, Анастасия Белокрыницкая, телеканал «Алмазный край». На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами.